Ты в прошлом году стал обладателицей этого титула. Мисс, ну, на русский язык переведем, Мисс Грудь 2000, да? Скажи, пожалуйста, что это для тебя? Это оценка красоты твоей груди? Это оценка чего-то другого? Либо это просто-напросто шоу-мероприятие, где ты среди многих девушек оказалась по каким-то параметрам лучше? Ну, мне кажется, и первое, и второе, и третье. Конечно, для меня прежде всего это шоу-мероприятие, потому что я люблю всякого рода такие вечеринки и так далее. И, конечно, оценка моей красоты. Вот, кстати говоря, для того, чтобы иллюстративно, так сказать, подкармливать наше интервью, вот что ты можешь сказать вот по поводу вот этой груди, допустим? Ну, очень даже замечательная грудь. Главное, как девушка ее преподнесет. А как ты думаешь, вот такая грудь, допустим, она может завоевать какую-то премию? Безусловно. Будет все зависеть от девушки. От девушки зависит? От девушки. То есть от мужских глаз, так сказать, параноидальных ничего не зависит? Будет зависеть, но главное, чтобы она завоевала мужские глаза. А это будет только от нее зависеть. Я, в общем-то, я очень извиняюсь, но у вас как бы вот размеры разные, но ты обладательница титула. Да. То есть от величины тоже ничего не зависит? От величины абсолютно не зависит. А от чего зависит? Главное, чтобы... все-таки вот девушка себя подала, да? Все-таки, да, чтобы она даже маленький размер смогла преподнести. И от размера ладошки мужчины тоже ничего не зависит? Думаю, нет. На вкус и цвет товарища нет. А что твои родители сказали, когда они... Я думаю, что они узнали? Или Да. они еще до сих пор Нет, не знают? они причем и присутствовали там, и болели за меня, и были очень рады. А когда ты им сказала о том, что вот ты идешь на этот конкурс, они как это восприняли? Именно родители? Положительно. Давай, почему нет, попробуй. Так, а бойфренд? Бойфренд. К тому времени не было бойфренда. Но, думаю, если бы был, выбрал бы такого, который отнесся положительно. Так. Я так понимаю, что после того, как ты стала обладателем этого титула, появилась куча желающих стать бойфрендом, да? Появилась. Что самое неприятное было для тебя, когда, вот после того, как ты стала обладателем этого титула? То есть, естественно, я понимаю, очень много было желающих оценить, потрогать, да? Да, конечно, были. Но это неприятно, это было приятно. Приятно было? Да. А скажем так, а что вообще вот для женщины неприятно, когда кто-то, тем более мужчина, пытается оценить ее фигуру? Когда жестко идет оценка. Вот это неприятно? Это неприятно. То есть, если даже что-то не нравится, лучше это все сгладить. Вот, скажем, обратить на что-то внимание другое. Вот на что бы ты бы обратила на внимание вот другое вот в этом случае? Сложный ответ. Сложный вопрос, конечно. Хорошо, а что тебе вот в этом нравится, вот в этом случае? Гармония. То есть это тело гармонично? Да. А в чем вот это вот заключается гармония? Талия и красиво выделяющаяся грудь. Можешь ли ты определить, это натурально, либо здесь внутри что-то есть? Я думаю, что натурально, обязательно. Натурально, да? Да. Я очень извиняюсь. Натурально? Натурально. Была бы искусственная, выглядела бы более пышно. Если бы тебе бы предоставилась такая возможность оценить мужскую фигуру и тоже так же, скажем так, некоторые интимные части мужского тела, на что бы ты бы обратила внимание в начале? Говорят, что женщина вообще сначала смотрит на ягодицы, да? Обязательно, это я тоже хотела сказать. Так. Вначале на ягодицы. Потом? Они должны быть плотные, красивые, то есть не колыхаться. Это самое важное. Так, я понимаю, Потом... мы с Горским не проходим. Нет, не проходите никак. Абсолютно. Не надо. Так, Потом дальше что? сильные мускулистые ноги. Неважно, Так. длинные, короткие, но чтобы были мускулы. Потом, ну что, торс, наверное. Тоже не обязательно, чтобы он был слишком накачан, но чтобы все-таки это было так красиво. А уже, так сказать, то, что иногда мы видим на сцене балета, это уже совсем не важно, да? Нет, не важно. Понятно, что вот такие конкурсы, они проводятся не один раз. Это как бы хорошая традиция, там шоу, все понятно. Можно ли говорить о том, что девушки, допустим, Эстонии, они повержены какому-то комплексу скромности, либо наоборот, девушки Эстонии, они развязаны, поэтому эти конкурсы и проводятся вот столь массово, скажем так, разного рода? Ну, мне кажется, есть такие, которые подвержены комплексу, есть такие, которые развязаны. Но, конечно, мне кажется, большинство, все-таки у нас в Эстонии это еще не распространено, чтобы многие девушки хотели участвовать. То есть в таком случае у нас распространен комплекс? Да, Да? скажем так. Ну хорошо, такой совет по жизни тем, кто почему-то считает, что, допустим, их грудь достойна того, чтобы вот выйти на сцену, потому что это красиво. Мы не говорим о том, что это шоу, это красиво, на их взгляд.
Совет – уметь преподнести, быть уверенной в себе, двигаться как можно красиво стараться, а также попытаться сделать красивые костюмы. Ну и самое главное – это красивая улыбка. Чем ярче вы будете выглядеть, тем будет намного лучше. Но внимание это приковано куда-то. Но прикованно это не важно. Главное, чтобы уметь ее показать. Еще раз подчеркиваю, это самое главное. И вот последний вопрос, он такой юморной. В общем-то, понятно, что все курсанты, если они где-то участвуют в каких-то конкурсах, они проводят тренировки. Скажи, пожалуйста, как ты тренировалась до того? Ну, что ты делала? Ну, дело в том, что у меня была тренировка на протяжении 2 лет. Я работаю в стриптизе, Нет, поэтому... это понятно, это работа. А вот конкретно, то есть стояла ли ты перед зеркалом, там, красовалась, или как это делала? Да нет. Максимум, что я сделаю, это просто я подумала, что надо бы обновить гардероб, и сделаю я это как-нибудь ярко, и тогда что-нибудь, может быть, получится. А конкретно тренировки нет. То есть, в принципе, как ты уже сказала, что если ты сама чувствуешь, что... Да. И, окей, хорошо, последний вопрос. Ну, он такой философского рода, но ответь очень коротко. Общество эстонское, оно болезненно в вопросах секса, недоразвито, либо наоборот воспринимает это уже как ситуацию вокруг мэра Таллина. То есть все нормально. Да нет, я думаю, да, они посередине где-то. Посередине, да? Да, то есть не туда, не туда. Ну хорошо, будем надеяться, что, в общем-то, общество Эстонии останется на нормальном уровне в этом вопросе. Тебе удачи. Спасибо. Вам даже не знаю, что посоветовать. Значит, все нормально. Мы продолжаем нашу передачу и будем сейчас говорить о глазах.